А слева-то кто стоит? Саша Веселов? Потому что я посмотрел на юношеские фотографии, но не могу я. Не, ну это точно люди. Да? Ага, вот сами формула. Вот такой. Так, все пришли, да? Слово дадим? Экскурсоводу? Вот у нас Ирина Михеева, ученица 9 класса, и Елена Маркизова, наши экскурсоводы. Одна, значит, идет на русском языке, одна на чувашском языке. На каком языке будем? На русском лучше, да? Ну, гости из Петербурга, можно на русском. Ну, давайте на русском. Давай, это. Ирина, тебе слово. 1 августа 1934 года. Сегодня. Сегодня. В Чувашской деревне Шаймерзино. Отец Лисин Николай Андреевич был... Спустя несколько месяцев колхоз пришел в полный упадок. А поскольку он еще и помог родственникам жены и в большой семье продать одну из 3 лошадей, что позволило им не считаться большими кулаками, Лисин был обвинен не только в саботаже, но и пособничестве классовому врагу. Отец Агим был арестован, исключен из партии, приговорен к исправительным работам. В лагере он пробыл около 10 месяцев. Все сочинял стишки, даже пробовал писать роман. В лесов таинственная сень с печальным шумом обнажилась. Это было так. В нашу школу пришел один мальчик. Это был Лев Кутюков. Он стал моим самым лучшим другом. Я начал читать эти стихи. Я никогда не думал, что стихи могут быть такими. И я начал писать необычайно под Маяковского. Своими шутками мог рассердить своих товарищей. В классе выделялся своим знанием. Наверное, пошел в отца, где он печатал свои стихи. Я горжусь тем, что из такой глубинки, выросший без отца, испытавший на себе все тяготы и невзгоды, поднялся мой ученик до таких высот. Юность и начало литературной деятельности. Когда в 1949 году он окончил Шаймерскую 7-летнюю школу, перед ним стал вопрос, куда поступать дальше. Научное занятие литературой. Он пишет стихи по-чувашски, одно за другим. Первое его стихотворение печатается в 1950 году. Студенты педучилища отправляются на экскурсию в Чебоксары. В программе поездки была встреча с писателями. На ней присутствовал и Петр Казангай. Здесь они наконец-то встречаются. Они вместе ходят весь вечер, а потом заходят к поэту домой. Узангай читает стихи молодого поэта и решает, что ему непременно нужно ехать в Москву и получить хорошее образование. В 1953 году Геннадий Николаевич получает диплом учителя начальной школы и едет в Чебоксары к Узангаю. Геннадий Агим в литературном институте пишет стихи одновременно и по-чувашски, и по-русски. Это ему полностью перейти на русский язык. К тому времени у Аги уже вышла книга «Отвезение Чубе» именем отцов в 1958 году Василий Теркин Твардовского. Но все же поэт был чем-то недоволен. Он ищет свой образ, свой стиль, свою жизнь. В качестве дипломной работы не оригинальные свои стихи, а перевод поэмы Твардовского Василий Теркин. Ева, не дождавшись поэта, быстро выехала из Москвы, Шаймерзино к матери. Поэт приехал ухаживать за умирающей матерью. А в это время Батлева на сессии депутатов местного райсовета объявили, что Аги враждебный элемент, находящийся под официальным надзором. Далее Ева Николаевна рассказывает, как содержали на почте телеграмму друзей из Москвы о смерти Пастернака. Как после смерти матери Аги быстро уехала из деревни, а за ним уже пришли какие-то люди. Они сказали, что Аги в Чебоксарах не появлялся и хотели узнать, где он находится. Академия удостоила эту книгу премии Дефия. В начале 1969 года Министерство культуры Франции приглашает Аги на месяц во Францию в связи с выходом его антологии французской поэзии. Но поездка не состоялась по причине отрицательной характеристики данной Аги дирекции музея Маяковского. В
Долгое время русские стихи Геннадия Айги печатались только за рубежом. Первая его большая книга «Стихи» 1954-1971 была издана Вольфгангом Казаком в Мюнхене в 1975 году. В 1982 году Розанова выпустил в издательстве «Синтаксис» в Париж собрание стихотворений Айги, отмеченное «Зима». Были очень близкими людьми. Я помню его с детства. Наверное, не было случая, когда он уезжал из деревни или приезжал в родную деревню, не заходил к нам. Он Потому очень... что первая любовь Генина была их сестра. Так что это Валентина Васильевна, моя сестра, это старшая. Он очень уважительно относился к моему отцу, ну, своему первому учителю. Кто бы мог ему делать первые шаги в поэзии? Многие экспонаты вот здесь из архива моего отца. Вот, например, я нашел первые строчки его стихов вот здесь. Они были напечатаны в газете «Коммунар», в районной газете «Коммунар». Вот здесь. Какой год? А? Так, это год 51-й. 51-й год. Ну, стихи были и раньше написаны, но напечатаны были в газете. Вышло позже, наверное. Потом я нашел первое стихотворение, которое напечаталось в книге, первой книге. Фотографии. Эта книга называется «Это редкий земляр». Это организовал автор Петр Хусанкай. У вас есть, Андрей Петрович, вот такая книга? «Миржин». «Замир» называется. И только одно стихотворение его тоже называется «Эпир Миржин». «Эпир Миржин». Вот Геннадий Айги. Это первое стихотворение его. Какой год? 51 год. Сохранила? Это из архива моей сестры, старшей сестры. Это я привезла из Башкирии. В Башкирии я хранила. Ну, Геннадий Николаевич — это поэт мирового, конечно, уровня. Его поэзии нет присутствия других поэтов, нет чужих слов. В поэзии Айги невозможно найти давно известное и знакомое. Каждое слово его стихов — это вечность. После смерти великого поэта я сразу взялся за это дело, значит, создать музей в школе. И даже во время похорон я начал эту работу. Мы там посовещались с главой района, с директором школы и так далее, главой администрации вот, нашего поселения. Но для нас он не умер, он вечно будет жить в нашей памяти. Этот музей создан, конечно, никто ни копейки не давал для создания этого музея. Я нашел спонсоров, но спонсоры были мои друзья. Ну, конечно, много сил вложили сюда Ева Николаевна. Спасибо за это. И Андрей Петрович тоже. У меня сейчас будут экспонаты, Да. вы будете очень счастливы. Да. Галина Борисовна много привезла из Москвы экспонатов. И Надежда Аркадьевна тоже много помогала. И много другие. Вот, конечно, еще экспонатов мало, наверное, будут еще. Я не вижу собранные произведения его. 75. Соводем поемзем. Соводем поемзем. Да, еще не все Синие его упоршки произведения. или зеленые упоршки. Его портрет. Нет этой книги тут. Я уж перерыла все. Там еще есть, что нет. Мне не хранится. У вас, наверное, Ну вот так. еще письма, наверное. Да? Спасибо всем, что вы Письма. С письмами плохо. приехали сюда. Да.
10 лет хранила его письма, так жил моим муж, что ли вы? Да. 10 лет хранила. Так, сейчас мы посмотрим живого. Вальди. На скотном дворе далека, холодна, а природна. И там, как барабанные палочки, не знают конца алфавите диких детей. О соломинка, щепка, о сколок стекла, о линейные скифские ветры, и словно карнавальный драка в подвалах, бумага, 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 о юнге соломинок, о мокрые буквы на пальцах. Здесь и теперь это как бы режет, но только меня, не вас, режет через картины платья и через когти птиц. Крови копыта, яркие неимоверны, что-то от въезда в бухту, что-то от бала, и сразу, как стучащие рельсы, яркие, широки, беспощадны, обнимающие нас соучастники, руки, сестры, шеи, мамы. Разгуляемся снова, разгуляемся, снова заснем и пройдем, не вчера, не сегодня, не завтра, сквозь крики детей, через мокрые буквы, через картины и платья и через когти птиц. Халкумича баратухай. Biz evuna baksadoksa biz kısaca jiraşınca. Meşin 10 yılda biliyorsa bize bir sır piyes jiraydı. Ondan bu oxuyvali oxujama dilini Ефрейтор Лисицкий. Ondan bir герой Фриц. Var onda больше bu dilini yalaşamış. Şabışı burat nogo şavgiri хватило Ефрейтор. Ялан шиндереш неместене, почему беки сейчас зайдешь? Надо. Вот тәлімелі журнал, школда кружок рахы журнал, код келин, хойын журнал, қалазын олар, хой журнал. Тенизе. Те бұдан де парадов серия, халқым жесмақ парадов. Хал берін бұд президент указы беду қалған кенеген, прям что он тоже. Я пидун майсленінде. Числен билмай, айхи герм айхнер кузанкай, посире хальдына парад бар. Ондан болат пирен вырсладым. Хат кебешү? Ага, шакахи? Ага, шу учпаштасы бизе. Дершу тухат вырсласы бизе. А и ким что, мексен вот? Вот уран, кебешү тухмал. Кебешү тухмал, да? Баран мне тебре болат. Шит бол шит мел билеп шу тулдажный тилне шабах тухат пульханде. Тогда тер широкая книги дед тухмалла. Вот прям что мне вот парад. Чочан. Пиди бузык тав. О, келешин пиди бузык салныш. Пойдем чуваш с висем кенем, да. Ага, юрат. Кушкани. Шамбек. Куда пурти день не беги? Я же молтаю, везем да. Николаевна, ödüm kine belli eksponat bu. O tişan tak sigi sigi juga perbak. Kan bana. Şablanje. Kaşan bana. Eşi zevra por. Kaç digi digi juga masih sana. Nomor yüzün. Кумашинки. Кумашинки. Ну, тогда мне пурка портфель не десерек помала, мы же 10. Папки bu как про. Папки не баны, тогда портфель пурка удама. Портфель uzasın, oğul portak alayım. Портфель. Şabakta bu şakında bulmalı. Nutun kirezeceğin dibine ku. Ora ben kadar. Şurmuşi. Şurmuşi. Ana ibe şakında tengizine kudu var. Aha, ну хош чухне, ол яланах шагын затымасан да юрат bilha. Хош чухне хылма, вот ханасымым жылай. Ага, şapla. Ага, şambek юре. Юрат тыван. Ага, кулак пиде. Şambek. Хойне, юре. Ара şambek пиде бызыктау. Акунда да тупра улам его. Şambek. Парайпер шаг бир бызыктау. Парайпер маймелай опыр. Бир işte izin versin dedi.
Шанчукле выехал, знаете? Экскурсию провели Шанчукле в горячий день. Вот я когда дети что, где вы шли к Альсу? Вот, Шамбара. Вот маму звали. Серый бургак. Ну, вот такой магазин, где хотят иди статья за Николаса Марвина. Да. Почему дарил? Я ему подарил одну и ту же книжку, 3 раза, подписанную Геннадием. Вот, я хочу вот подарить эту книжку вам, оставить, чтобы она была. Очень хорошо. Большое спасибо. Ага. Спасибо. Еще есть Георгий Фомеряков, вот такой квадрат сделал. Белый. Нет, его нет, он попросил передать тоже в музей. Эту вот работу. Эту работу. Он, помните, делал белый квадрат. Ага. Это вот такую тоже работу, как солнце. Солнце. Чисто. Очень интересный стенд. Тоже для музея передаем. Еще вот Аванмарт, где он сам вот тоже хотел графику передать. Так. Как-то все ушли. Мы сюда повесим. Ты куда? Сразу место определим. Давайте. Вот сюда. Это картина. Видите? Вот как раз. Сразу видно, да. Пишется сразу, да. Да. Вот здесь и будет. Хорошо. Фамилию запишите, пожалуйста. Или там Георгий Фомеряков. сзади есть там какая-то Есть, да? Ага, да. Фомеряков. 2008. ID. Квадрат цвета. Хорошо. Из очков я не вижу, наверное. Угу. Вижу сейчас. Напишем. Квадрат цвета. Хорошо, спасибо большое. Так, сейчас еще подойдут там. В машине остался. И вот это я не знаю, тогда давайте передадим, что это же. Это Аванмарт. чей? Аванмарт. Да, не Аванмарт важно. тоже вот для музея, для вашей такой графической работы. Это авторский оригинал. Работа. А это не это ульяновский художник. Ворон Бичевич. Не знаю, не знаю. Сейчас Спасибо еще большое. фотопортрет фотографа Сергея Журавлева. Сейчас я принесу в машину. По-моему, он сегодня вырезал что-то. А, Это да, он? это он, да, он А вырезал. почему здесь не оставили? Да, может, он не закончил. Не закончил. Да? Хорошо, большое Там спасибо. еще сидел везде. Сохраняется, здесь, что для ваших учеников это вот Да, это не последний, да. у нас каждый год проводится в школе чтение Айги. Айги в Лавзеле. Это традиционно уже. Я понимаю, что Председатель жюри Ева Николаевна приезжает сюда. я, конечно, для школьников это не так просто воспринимать всю первую поэзию, но вот, может быть, каким-то путем Ну, активно остается. Очень активно участвует. Это районный. В этом году 72 ученика чтецов было всего по району. И сами пишут. По 3 номинациям конкурс проводится. Хорошо, что вот как это воспринимается после раскрытия. Здесь это, в стенах этого музея тоже проводится кружок. Он ходит он каждую субботу, изучают произведения, его произведения. Ну, трудно, но Трудно, это не так просто да, в школе воспринять Да. на самом деле. Но, еще взрослые не каждый. Понимаете? может быть, как все-таки откладывается, Да. какой-то кусочек откладывается. Аду, вообще, ты самый Я их оставлю тоже. стаканы. Очень хорошо. Яблоки. Многие, конечно. И жалко, наверное, расставаться Нет, с этим. нет, не жалко нисколько. Еще тогда вот какую книжечку с вами тоже оставлю. Спасибо.
Спасибо большое. Очень хорошо. Мана парар медаль, мен дуна Чуваш иштени, Чуваш республики тавадивиш иштени. Я товарищ. Иван Таев, мана парар, Петр. Вот. Федор. Шук Иван Таев. Иван Таев. Иван Таев. А да, я к нему лежу. Иван Таев. Камчи волнучку. Чуваш. Петр Иванович. Министр сельского хозяйства. Петр Иванович, на Панлоха. Вот Ева Николаевна, Чуваш Хамы иштени. Милево перечали. Хизе прият. Чуваш Хамы. Священник Тейбер. Священник. Чук священник Тейбер, Юрий священник. С Овсянников. Удан, вот, айхи, вот, чтобы похарка. Иначе Айхи, Юрий Синагуларна, ну, Библии. Андыш дарит такой портрет тоже в музее. Так, это какой год? Там написано. 87-й год. 87-й. Это где у нас, что ли? В деревне? Нет, Сказать нет. не могу сказать. Деревня? Нет. 87-й год не могу сказать. Ну, а штат митрополит Варнава, Пала. Петр Петров тоже был самый верный. Митрополит Варнава. Тедене хошам гдарны. Сирим пермешінде вине, сирим датмешінде бұдарды, қайран білдіме бұна. Мен аябы аслы олажа посылка япағайсан, қапқауым некілді чарынды менде шитші, сәге шитші үнді қаш күлім. Мен қанабынды деп. Тектоны сүрде. Күндалары шинашка, акапла Аллаты стоядым сұла хайынеде. Мана темлі азамны вой, шеклесі шапырман құлтине. Құл тұқырде ғары шунат хужылны хужатпек, шунатпек пульт едет, тоде. Вот. Сәнна қалап, қаран ширу елдім, жасашасым ширу язысты. Ба, Геннадийне шырайне тик-тик шын. Шамбекші, бұлма бұлдарадым, хасам басырандықмазын деген нази. Шоғына никшада манаймасты. Манаймастып, қаля бұна ұнжын тиркева ғазан шырдалар мазыр қуармастып, азын мазыр қуармастып. Тілінзі қаймалла, ширу елдімде, тіліндімде қарып, как раз ұда шырайне құпланы уже. Вот. Варашауна, Алла, Костопрафатне қарымыр. Лартым тері тұрт міндуры, онда тада тұқсағайны болны вижу қазапландым. Хирург мана пас қылғыным, мұн-күн сәні ретлері. Сәні қаласақтардан ба деп. Никшанданман дені болады. Никшанданман дені бек бұлшы. Қалінде совезенеде күшіне біріне бұқбасыр қал. Келе бірінде дені бек. Если бы она тут таштангы тартыр, хорошо. А, чиратянды. Каям марха. Я тогда урайып, тек урайым. Терес. Иделай. Сам бек бітекірен шабышса өсірмелер. Ondan yura durla bularım bir tane bek. Ой, денеміне күнда кірлесе гынадыр. Кайрамал литературный исправление жүхне келсе серве. Я бешу башкарда, не принесу тура сапла дезе. Серве пустан цитевет, пертерем дунце. Педер сауди. Буны султухларым кайранда. Умбауырның исында. Нанде шундарның жебу. Я бір шамырксам студентсам бұрын серия болып жатухра уже мем шул ширнын да бұл дневне кезінде. Онда педем беш авдеде тіпле жыр забырать. Петр Петровична чухатның жүхне. Бұл зембандин перім бата жатухны да. Каш бұл загары, кай Москва, кал асып прокаласас мен. Я бұның хомыртысы Москвиде біртсе хомыр суғалла. Сам менне шаккинесілі заман сижан жүхне. Уже он жүхне мен, уже сүрерім өпір. Сам Юрий Илларионовича Скворцова, да дружит вашин, типа Ман Геннадий, бурдером. Шапла рабочий дев. Перлеверен Скворцов па. Ба, iki сул перлеверенне, Первомайский школінде, 9-10, манын... Онда первый серунда içinde, а Смирнова волка? Смирнова? Валя.
Галя, ман пірле юнашарларны хиразанды. Вот Чавна Пирин и Юрка Скворцов Чавна юратны? Білмеп, епкаян уже ним де білмес. Шамбек полюдес. Білместі, денансируне пірлегінде, фермаскине не бол, видео қолым сирузым яратсы. Юнашарлар апырып, кумана калат, валя казарын деді, деп түтеймер мусырын деді, мен жирны рұқсағын сол, ну май жирны деді, а мен дұвабын деп. Шабызаймап, сируне манабана. Кайран шоқшылап. Завучына туманши, сауышпа бірле бір шоқшылы болса, оламанши тезі. Учитізімде интереслінес. Шаплабу, лешінде онда шира тем полны ширусем. Керлесігіне то. Жолда дневник кре, онда роман. Диван загаян. Шапла. Онда бұл кашны хутат кене усырады айки. Мана шабдырын керек. Эпеде услан тюн именезене везе. Уже уйырлышны бузанда буны жолай бuna усқықсықланычы. Сөк манын тутар ушқа күзеген ябала бүлдеді. Підер, мен два. Шаба міле болса дұғайт беді. Бұтарма білмен. Ой, ебі, ділін мәлі. Ебек шымайып, ұрықникыма да юрлаймас. Тәнеу. Сувезене. Ай-яй-яй, сыпла. Юренде, міле бұл шамбек. Камын көрмала, ұршын көрмас. Шапла. Ну, май түсінен деген надзе деден. Түсіне. Қалғы сәмішті қаяшы?